Самахамарпурда, Хавадамарпур, Юрамарпурда, Чунамарпур, Авалгисас, Паянда Янрач, Пожалдадать, сывлать, Урнать Касас, Урнать Кахала. Программана Кадрлезе, сцена Жиле Квараганзем, Шавал ансамбль. Нота G, Тажушканя. Медведя Александра Федорова. Режиссер Андрей Сергеев. Ну, я бы не сказал, что это спектакль. Это, скорее всего, представление. Да? Это представление из ярких красочных номеров,
которые связывает одна идея — это показать древние чувашские музыкальные инструменты. Но так как мы живем в сегодняшнем 21 веке, нам, конечно, интереснее это представлять сегодняшним современным языком. Вот. И поэтому, как вы заметили сегодня, музыкальный материал в себя включает очень много современных музыкальных инструментов. Аранжировка достаточно, скажу еще раз повторюсь, современна. Вот. И даже наши костюмы, они стилизованы под чувашские народные костюмы, они более эстрадные, более красочные и, так скажем, сегодняшнего дня. Вот. То есть мы хотели, чтобы это представление было интересно сегодняшнему зрителю. Вот. Что вас вдохновляло? Какие-то движения, музыка? Ну, вдохновлял, сейчас как сказать. Ну, в первую очередь вдохновило, конечно, то, что те же музыкальные инструменты, которые забыты на сегодняшний день, их нет, они отличаются тем, что у них есть особое звучание. На сегодняшний день вот такого звука, как нет в палитре, в современной. Вот, поэтому используется и глиняный петушок, да, и вот эти скрипки, которые заквадрачные, угловатые, потому что есть особенность у каждого музыкального инструмента. И вот это, скажем так, не просто вдохновляло, а как бы давало повод для того, чтобы как-то вокруг этого звука еще и собрать современность. Вот. Вы говорили, что очень много чего модернизировали. Вот много было множество красочных танцев. А в основу их все-таки лежат старые вот танцевальные движения? Нет, нет. Тут это видно, это очевидно сразу. То есть это современные эстрадные направления в танце. Я говорю, что мы хотели, чтобы это смотрелось вот сегодняшним днем. То есть хранители танца, народной культуры, это государственные ансамбли, да, которые танцуют основу национального танца, да, колорита. Вот. Мы же хотели сделать это более современным, красочным. И, конечно, вот, если, может, там задаст вопросом, там, вот, на сегодняшний день чуваш так не танцует, да, национально. Я вам скажу, что зайдите в любой клуб и посмотрите, как пляшут чуваши те же, да. То есть мы все развиваемся, поэтому есть основные, базовые, конечно же, да, движения, элементы в танце, они здесь присутствуют. Вот. Но все-таки, опять же, хореография, она более современна. То есть мы впитываем, мы за счет того, что развиваемся, мы и живем на этой земле. Особенность этого представления, как вы думаете, в чем? Особенность? Особенность здесь, я думаю, в том, что мы попытались совместить культуру, историю и современное выражение. И музыкальное, и танцевальное, и даже в мысли, вот, где появляются и маски, драконы, барабаны. Вот, такая, она вроде должна быть этническая такая, да, сцена, но мы ее более такую сделали легкую, так скажем, более красочную, может быть, даже не такую страшную, как на самом деле можно там себе представить, но она вот, так скажем, как игра. Вот, что бы было, если бы я жил в то время и был современным человеком, то есть не тем человеком родился, который в том времени, а вот я на машине времени перенесся сюда, и как бы я существовал вот в этом все. Вот. Особенность, мне кажется, вот в таком как раз как букете, что ли, и прошлого, и настоящего, и ну, где-то даже, может быть, чуть-чуть и будущего. Удалось, не удалось. Конечно, главный вопрос. Так скажем, Достигли своей цели? Зрители поняли эту вашу посыл? скажу, что вот это представление, оно еще отличается тем, что оно также будет развиваться вместе с нами. То есть как мы живем в современном мире, развиваются технологии, да, и это представление, оно будет жить еще не один год. Почему? Потому что здесь все время можно вносить что-то новое. То есть мы достигли определенного результата, который перед нами поставил новую цель, вот так скажем. То есть то, что произошло, мы
считаем, что удалось и подтолкнуло нас на следующие шаги для того, чтобы это представление разрасталось. Оно сейчас небольшое по времени, хотелось бы, чтобы это было в 2 отделениях. Еще не хватает нескольких сцен, они уже в задумках есть, то есть есть в проектах. И еще ввести музыкальные инструменты, и какие-то идейки рождаются для того, чтобы воплотить более расширенную картинку зла и тему любви. То есть это такая основа, на которой мы теперь можем собирать все, что угодно. На фоне работы что самое тяжелое в чувашских спектаклях, представлениях? Что самое тяжелое показать и донести новому зрителю или тому же старому? Танцем, песнями, что еще? Я думаю, сложнее всего найти в сегодняшнем дне, когда ставишь подобные вещи, какой-то ключ, который бы помогал зрителям, которые сидят в зале, оставлять свое внимание, да, и заставлять их переживать все, что происходит на сцене. Вот. То есть, как сказать, сейчас сбился сейчас столько много, как бы хотел сказать. То есть важно, очень важно, чтобы зритель в зале не скучал. А на сегодняшний день зритель настолько искушен всеми технологиями, телевизорами, интернетами, представлениями и так далее. Вот. Поэтому приходится много работать, репетировать и привносить какие-то новые вещи вот в это представление. Вот это самое главное и самое трудное, пожалуй. Для чувашского зрителя его история, танцы, какие-то инструменты на сегодняшний день, они актуальны, интересны? Они с интересом смотрят, молодежь, допустим. Вот смотрите, если я, допустим, вытащу вот такую, вот ту же квадратную скрипку, скажу, вот это чувашский инструмент, вот скрипочка вот наша, вот национальная, да, но они посмотрят, если попробовать даже поиграть и поставить те же струны из жил, допустим, она издаст звук, но он не будет настолько в сегодняшнем дне актуален и понятен. Поэтому приходится все это обставлять какими-то современными вещами и подавать зрителю под таким вот красочным представлением, чтобы внимание было уделено и инструменту, и сегодняшнему зрителю. Вот так. Все? В камеру можете? Дата рождения. Сергеев Андрей Юрьевич, Режиссер. режиссер Чувашской государственной филармонии.